Добрый вечер, дорогие друзья! Это телеканал Тува-24 и программа «Вечерняя Тува». Сегодня особенный праздник – День народного единства. Много людей разных национальностей проживают на нашей планете. Мы хотим пожелать для вас крепкого здоровья, удачи, любви, ну и, конечно же, мирного неба над нашими головами. Ну а сегодня у нас в гостях всеми известный, любимый Шон Куирк. Здравствуйте, привет. Здравствуйте. Позвольте вас тоже поздравить с этим прекрасным праздником, День народного единства. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Рада вас увидеть. И думаю, наши зрители тоже очень рады вас видеть и познакомиться с вами. Хотя, я думаю, вас все уже знают. Наверное, да, наверное, почти все. Ну, давайте начнем с того, что как переводится ваше имя, фамилия? Да, это интересно, потому что, да, вот когда я приехал сюда, вот одна интересная вещь вот насчет тувинских имен, да, вот, то есть у каждого имени тувинского есть свое значение, да, вот Шон Чолай, сразу знаем, что это подснежник, например, да. А мое имя, на самом деле, Шон, это просто ирландский вариант имени Ивана, то есть это имя из Библии, да, то есть это, ну, потому что это церковь, да, вот христианская церковь, конечно, вот во всем мире очень распространена. И поэтому, например, мое имя Шон – это ирландский перевод именно Джона, а Иван – это русский перевод того же имени. Там Джованни в Италии, да, Хуан в Испании, Йохан в Германии – это все одно имя. То есть, если докопаемся, вот первоначальное значение этого имени – это белек, то есть подарок, да, вот, ну, подарок от Бога. И это было очень интересно, потому что именно такой вопрос задал один из моих первых друзей в Туве. Буквально я здесь даже недели не был. И я пришел на концерт, и рядом со мной вот сидел музыкант, который со мной познакомился. Это мой второй день, может, третий день. И он тоже задал такой вопрос, что значит твое имя? И я сказал, ну, Белек. Меня тоже зовут Белек, это подарок. То есть, да. А Куирк это очень, наоборот, очень интересная фамилия, да, вот, ну, здесь вот в России, да, конечно, потому что придется вот кириллицами писать, да, Куирк произносится, да, а в Америке вот Quirk произносится, то есть это произносится по-другому, это ирландская фамилия, и это означает, ну, в английском языке даже есть слово Quirk, это особенность, ну, странноватая особенность, то есть это у человека там это типа черт, как сказать, его, как это называется? Характер. Ну, характер, да, черт характера, странный характер, да. Странный, да. Ну, странный черт характера. А тоже означает там это, ну, сердце означает, вот на древнем ирландском языке, то есть это сердце. А сейчас перешел на английском, не знаю как, означает странный, ну, странные особенности человеческого, ну, поведения, да, вот. Ну, личности, да, вот личность, вот именно. Ну, а как вы думаете, вы странный человек? Да, вот это, не каждый приезжает из Америки в Туву, да, вот, то есть это, я не вижу других американцев здесь. То есть, это, разве наверное, что только в гости на недельку, да. Ну да, это не странный, это не в плохом значении, да, вот, понимаете, это любопытный человек, да, вот, да, любопытный человек, то есть человек, который любит любопытство, человек, который интересуется вот разными очень такими вещами, ну, как Тува, вот, понимаете, когда я решил сюда приехать, Тува для меня была неизвестная страна, и во всем мире даже, вот, потому что тогда даже интернет только что начал работать, то есть даже в мире Тува было малоизвестно, и поэтому, ну, я именно любопытствовал. Сколько лет вы уже тут проживаете? 18 лет. 18 лет. Да. Представляете, когда вы приехали, мне было годик. О май гад. Мне было годик. А сегодня я у вас беру интервью, это на самом деле даже как-то интересно, да. Интересно и смешно с одной стороны. Ну а почему именно наша республика Тува? Есть Бурятия, Казахстан, куда угодно. Почему именно Тува? Ну вот это из-за музыки, да, вот. Музыка. Да, музыка. Вот мне всегда удивительно было, потому что, по моему мнению, ну сейчас, да, вот в протяжении 18 лет я, конечно, вижу развитие в этом плане, но мне интересно было, потому что когда я приехал, я думаю, что даже большинство даже тувинского народа только что начало
ценить свое искусство в плане горлового пения и тувинской музыки. То есть, потому что это всегда здесь была, вот тувинская музыка. Тувинская музыка уникальна, тувинская музыка красивая. Не только хумейса, как горловое пение, да, а инструментальная музыка, да, вот игра на игиле, на бзанче, на шор, там. То есть очень богатая музыка, очень уникальная и очень красивая. Но люди здесь, конечно, когда я приехал, мне удивительно было, да, потому что все хотели слушать попсовую музыку, да, вот, и потому что это всегда было, да. Ну, мой дедушка так поет, там мой дед так поет, там брат так поет. То есть это тувинцам, конечно, не было особенно, потому что это же всегда была своя музыка. А для иностранцев, особенно вот эта первая волна вот тувинских артистов, которые начали гастролировать по миру, вот Конгорол, Ондар, Кайгалохо, Владык Саян Бапа, там группа Кондурту Ядха, вот Альберт Кувейзен. Для нас, для большого мира, это было просто такое удивление, потому что в мире не существует такой музыки, и поэтому я хотел именно изучать тувинскую музыку, и поэтому я именно выбрал Туву. Хочется поаплодировать, это прекрасно, Спасибо. это удивительно, что наша музыка, она действительно очень-очень хороша, очень-очень интересна. И прям очень радостно, что вы выбрали именно нашу Туву. Ну и да, я сейчас рад, потому что я вижу сейчас молодое поколение, да, вот это тувинские музыканты уже работают на мировой сцене 30 лет. И я думаю, что сейчас молодое поколение уже ценит, да, вот ценит Да. эту музыку и знает, что музыка Тувы, особенно хумейса, как горловое пение, является визитной Да. карточкой Тувы. И поэтому мы всегда должны поддерживать наших музыкантов, потому что это именно из-за музыкантов, да, люди в мире Туву знают. Потому что я могу вам откровенно сказать, например, Якутия, да, хоть там население Якутии больше, чем Тувы, Бурятия, да, Калмыкия, да, Кыргызстан, Казахстан, люди не знают этой страны, люди не знают, потому что у них визитной карточки нет. А у нас-то есть, хотя здесь только 30 тысяч проживают, весь мир знает Туву. Вот сейчас, когда мы поедем там в Европу или в Азию, в Америку, и люди спрашивают, откуда вы? Скажешь, что вы, и сразу узнают, вот родственники. Да. Сейчас даже горловое пение начали использовать в современной музыке, да, вставляют такие моменты интересные. Ну да, вот и в Туве вот наши музыканты молодцы, ну это с давних пор вот тувинские музыканты так работают, Ядха, вот Аяс Танзрын, и очень сейчас там Хаттага, Хумеби, такие группы есть. А сейчас, да, другие страны, вот в Монголии, в Казахстане, там, а даже Алтай, Хакасия, вот соседние регионы, а в других странах, да, тоже начали вот включать горловое пение в свою музыку. Это, конечно, хорошо. Это значит, что влияние тувинской культуры, хоть населения у нас мало, да, влияние большое. Но это тоже чуть опасно, потому что если мы не поддерживаем наших музыкантов, если мы не поддерживаем бренд Тувы, тогда, ну, это для нас, музыкантов, это очень большая проблема. Когда, ну, я работаю с ансамблем «Малаш» уже с давних пор, нам иногда просто неприятно, потому что куда бы ни поехали, да, и они называют нашу группу монгольскую группу. То есть группа из Монголии, потому что это Монголия, хоть в Монголии тоже всегда было свое горловое пение, это звучит по-другому, чем тувинский. И, к сожалению, да, вот мы как-то проигрываем сейчас эту битву, я могу откровенно сказать, и потому что Монголия это большая страна. Даже в Китае, да, вот они создали Академию Хумей. Мы тоже создали, но мы только недавно создали, и поэтому мы сейчас должны догонять, должны защищать эту традицию, эту культуру. Но, к счастью, да, вот мир, особенно вот фанаты этой музыки, те, которые увлекаются такой музыкой, они знают и понимают, что родина этой музыки это до сих пор это Тува. Но мы должны бережно относиться, и мы должны обязательно поддерживать наших музыкантов, нашу музыку и особенно вот следующее поколение. Да. Думаю, у нас все получится, все впереди, мы И обязательно их да, догоним. надеемся, да. Да. Вот говорят же, есть вот разница между монгольским хюмеем, да, если можно сказать, горловым пением, и между нашим. Но различить могут только профессионалы своего дела. Ну, это, с одной стороны, это чуть неправильное понятие, да. С одной стороны, да, потому что это надо увлекаться вот этой музыкой, да.
Но это неправильно сказать, что любой человек не может различить, потому что на самом деле, если я, например, вот взял бы какой-то другой человек, там, который вообще не знает музыку, и поставил традиционную монгольскую горловое пение для сравнения с тувинским, я думаю, что хотя бы 50% времени вот он даже различал, потому что он сильно различается. То есть, да, конечно, людям, в общем, да, концепция горлового пения, им кажется странно вначале, даже для меня. Вот. Ну, понимаете, вот когда мы называем эту музыку горловое пение, да, мы ожидаем чего-то другого, мы не ожидаем музыку, и поэтому даже само название горловое пение я считаю очень плохо, потому что это просто, когда я скажу кому-то, да, это горловое пение, они уже представляют, у них уже появляется представление, что это не будет музыка, а какой-то трюк, да, вы понимаете, и который я могу услышать один раз, и все, на всю жизнь не надо. А на самом деле это искусство, это большое, глубокое искусство, которое дошло до нас из древних времен. Вот даже некоторые ученые говорят, что тувинская музыка, вот Хумей Сагар родилась, да, вот в тех временах, когда у человечества даже не было языка. То есть это древний. А те, которые исполняют, мы ощущаем, мы знаем. Особенно вот я, конечно, иностранец, особенно вот мои тувинские коллеги, вот, которые выросли на чабанских стоянках, которые выросли здесь, именно в Туве, они ощущают, что это из предков. И поэтому это является очень важным. Защищать, да, вот этот бренд. И, да, ну, сейчас именно вот те, которые подражают тувинскую музыку, они именно опираются на такое мнение, то есть люди не различают, потому что на самом деле вот монгольские музыканты очень много сейчас, они стали исполнять в тувинской манере. Они именно вот на такое мнение опираются, что все-таки люди не различают. Это может быть, да, половина правды, что люди не различают, но это мне как-то жалко, потому что монгольское горловое пение, монгольская музыка тоже очень красива. И они могли бы делать по-своему. Или хотя бы, если исполнять в тувинской манере, хотя бы признать вот это тувинская манера. Потому что, да, искусство, конечно, всегда распространяется. И подражать это хорошо же, это знак, что у твоего искусства есть влияние. Но просто это нам, это Туве, вот как малочисленный народ, это очень важно. Признать эту визиточную карточку. И поэтому, ну, давайте дальше защищаем. Да, дальше. Мне очень нравится, что вы любите так свое дело, наше дело, скажем так, Тувы, и преданность этому делу прям, не знаю, сердечками. Я человек, вот, который ни разу не был в Америке, и даже не представляю, какой там воздух, как можно будет сравнить наш воздух и воздух в Америке. Вообще вот сложно было вам, когда вы приехали в Туву, вы скучали по своей родине? Вот именно про воздух, да, вот про запах, да, это, конечно, это я влюблен в Туву, и вот мои дети все здесь родились, вот я просто построил свой дом здесь. Тува, это считаю, что Тува это мое место, я сильно влюблен в Туву до сих пор. Все равно у каждого человека есть своя родина. Вот даже Далай-лама об этом говорит. Да. Он сказал, что это ему отрадно тем, что очень много людей в мире сейчас увлекаются буддизмом, но все-таки мы все рождаемся на том или ином месте вот, по какой-то причине, да, есть причина. Я именно родился в Америке по какой-то причине, да. Я приехал сюда тоже по какой-то причине. Да. И поэтому мы должны уважать, например, вот, религию своих предков. И мы должны, да, уважать свою родину и любить свою родину. И, конечно, хотя когда я возвращаюсь сюда из гастроли, да, я просто каждый раз, когда вот в Танзибе на Саянях, там вот свежий, вот таежный воздух, это меня просто вдохновляет, да. И приезжаю сюда, и это просто есть некое ощущение, даже которое нельзя описывать словами, когда ты просто находишься, особенно вот на просторах, да, вот в тайге, там на чабанской стоянке здесь. И это просто неповторимо, да. Но все-таки каждый раз, когда я поеду в Америку, все-таки это тоже некое чувство, да, то есть особенно потому, что вот где я вырос, это рядом с озером Мичиган. Мичиган это одно из 5 больших озер, великих озер, и там
я всегда считал это озеро как моя мама, как бы вот это духовная моя мама. Да. Я даже не знал, что у меня были такие шаманские мысли, да, вот, например, когда я сюда приехал, перед тем я выехал из своего родного города Милуоки, я просил разрешения именно у хозяйки этого озера. Хотя шаманизм мне вообще не интересен был, и у меня даже не было вот никакого представления про это. Я просто всегда ощущал, что есть какая-то хозяйка, есть дух у этого озера. И я только сюда приехал, приехав сюда, я узнал, что на самом деле у меня тоже склонность вот к таким делам был. А воздух просто у нас влажный, здесь сухой. То есть это и иногда, да, я просто нюхаю там по ночам, там, например, летом, тогда после штурма, да, и трава, все мокро, влажно, вообще тоже очень хороший запах. То есть, да, я достаточно скучаю, но, к счастью, да, вот моя жизнь сложилась таким образом, чтобы я мог успевать, вот, как бы, жить с одной ногой в Туве, одной ногой в Америке. То есть, вот, через интернет, конечно, общаемся. И моя основная работа, это, конечно, работа вот с музыкантами. И поэтому с 6-го года, с 7-го года даже, хотя я здесь, вот, мое постоянное место проживания здесь, я каждый год хотя один раз успеваю посещать родителям и побывать у моей родины. То есть это я очень счастлив в этом плане. В честь этого прекрасного праздника, День народного единства, позвольте от телеканала ТУВА-24 предоставить вам маленький прекрасный презент, если можно так сказать. Да. О. Это не шоколадки. Как вы знаете, нашей Туве в этом году 100 лет. Это альбом «Тува за 100 лет. События, факты и люди». Ой, спасибо большое, спасибо. Надеюсь, вам очень понравится. И эти старые вот фотки исторические я очень люблю, потому что вот Тува сильно изменилась, да, вот в течение 100 лет. Да, И кардинально, развитие, можно сказать, изменилось, да. Спасибо вам большое, я буду смотреть с радостью. Дорогие друзья, хорошего вам настроения, ну и любви.